Как известно, с 22 января республиканская больница закрыта на карантин из-за подъема уровня заболеваемости ОРВИ. Работа медицинского учреждения сейчас сконцентрирована на оказании экстренной помощи пациентам, а плановое оперативное вмешательство ограничены. Министр здравоохранения Анзор Гов и его заместитель Батал Кация посетили отделение травматологии и нейрохирургии. Традиционный вопрос врача – на что жалуетесь? Но в данном случае министра интересовали жалобы больного на обслуживание. Да. Вам лучше? Заметно лучше? Довольны? Конечно, еще как. Эти врачи такие вообще от Бога. Правда же? Да, молодые. А то нас ругают, говорят, что мы плохие. Правильно? Хорошие врачи. Медперсонал вообще бесподобный, днем и ночью у них покоя нету, даже слов нету, как благодарить. Высокопоставленные гости заметили, что в травматологическом отделении находится большое количество пациентов, нуждающихся в методических деталях, конструкциях. Их интересовало, хватает ли оборудования. Хочется отметить, что в прошлом году по комплексному плану процентов на 80 нас обеспечили металлоконструкциями для наших травматологических операций. Там есть и аппараты внешней фиксации, там есть и современные титановые пластины, есть и винты, есть и интрамедулярные фиксаторы. В неврологическом отделении часто наблюдаются ветераны Отечественной войны. Министр особо подчеркнул, что эта категория больных должны быть обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Как отмечает медперсонал республиканской больницы, с введением карантинного режима стало намного легче работать. Постоянно посещение тоже утомляет больных. Тем более в нашем отделении очень тяжелые больные, которым нужен покой. Но с нашим менталитетом наш народ считает, что пришел навестил, значит, от этого будет легче больному. Хотя это все наоборот. Поэтому мы очень довольны и рады, что хотя бы на сегодняшний день у нас есть в отделении тишина такая. Поделившись с журналистами впечатлениями от посещения больницы, министр здравоохранения подчеркнул, что такие обходы войдут в традицию во всех медучреждениях. Мы начали с главного лечебного учреждения Минздрава Республики Абхазия, это республиканская больница. В дальнейшем будут проводиться обходы других лечебных учреждений уже главными специалистами головного учреждения. То есть они должны взаимодействовать между собой. И главные специалисты, приезжая в любой район, в любую больницу, будут делать обход вот такой же, как мы сейчас делаем. Минздрав дал положительную оценку деятельности головного медицинского учреждения республики. Как сказал журналистам главврач больницы Астамур Иванба, строящийся новый корпус может разгрузить некоторые отделения больницы. Первая задача – это навести внутренний порядок в нашем лечебном учреждении. Планируется обеспечить сотрудниками вневедомственной охраны наше лечебное учреждение, когда каждое отделение будет находиться непосредственно там, где оно должно быть, будет улучшено просто качество работы, качество оказываемой помощи нашим пациентам. В связи с введенным карантином в республиканской больнице опустели коридоры. Пациенты отдыхают от посетителей, чему они очень рады. Рената Шакай, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.